Здравствуйте. Итак, всероссийская перепись населения будет проходить в обычном режиме. Об этом сообщили накануне в пресс-службе Росстата. Несмотря на объявленные с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в стране, переписчики продолжат обходить домовладения, однако будут меры защиты от вируса усилены как самих переписчиков, так и населения. Но вот по вопросам наших телезрителей, которые в эти дни поступают к нам и поступают к нашим экспертам, сложности определенной в переписи уже появились. И вот сегодня мы в ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета в прямом эфире все эти вопросы, как ответить на сложные графы в переписном листе, очень попытаемся найти ответы. В студии Светлана Кадырова. Еще раз приветствую всех наших телезрителей и представляю с удовольствием наших экспертов. Гульнара Ильдусовна Сергеева, партнер коллегии адвокатов Сергиев, заслуженный юрист Российской Федерации. Добрый вечер. Искандер Леронович Измайлов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана. Добрый вечер. Ринат Ишатович Хабибуллин, кинорежиссер, писатель, автор и ведущий интернет-канала «Татары сквозь время». Рада вас видеть. И Ильнар Зульфатович Гарифуллин, кандидат исторических наук, член Совета Всемирного форума татарской молодежи. Хайр Кич. С нами на интернет-связи сегодня Республика Марий-Эл, Илгиз Зайнул Гарабович Гасин, директор Государственного автономного учреждения культуры Республики Марий-Эл, Республиканский центр татарской культуры, заслуженный работник культуры Татарстана. Хайр Кич. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-56-10, код Казани 843. Можете задавать свои вопросы нашим экспертам. И смотрите нас в прямом эфире в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube. Итак, сегодня мы можем внести личный вклад в сохранение родного народа, родного языка, нашей культуры, приняв участие в переписи. Вот хочу спросить наших гостей, кто уже принял участие в переписи и возникли ли какие-то сложности? Я приняла участие, никаких сложностей не возникло. Да. Я проголосовал через госуслуги. Ильнар? Я принял участие через госуслуги. Да, я еще не успел это сделать, к сожалению, потому что определенное время был нездоров, но через госуслуги обязательно это сделаю в ближайшее время. Хорошо. Так, Марий-Эл. Так, давайте как же. Ильгиз Зайнул Гарабович. Госуслуги зарегистрировался сам, семью свою также через госуслуги. Получил код. Еще один QR-код, который сегодня нам тоже будет необходим, чтобы потом предъявить переписчику, что вы уже прошли перепись на портале госуслуг. Итак, в переписном листе, на наш взгляд, есть три важных вопроса, на которые, наверное, действительно осознанно нужно отвечать, думать. Это не те вопросы, наверное, в каком доме ты живешь, где располагается, сколько у тебя комнат, квадратных метров, а это вопросы о национальности, родном языке и владении языками. Вот у нас уже есть несколько сообщений, нарушение это или нет. Мы сейчас, вот, наверное, зададим этот вопрос Гульнаре Ильдусовне, что переписчики пропускали вопрос про национальность, то есть просто не задавали этот вопрос. Является ли это нарушением, поступали ли жалобы к вам, потому что вы как раз сейчас сотрудничаете с Всемирным конгрессом татар и определяете, что юридическое сопровождение проводите? Вот сегодня такая жалоба поступила, и также непосредственно мне, в коллегию адвокатов, я знаю, что в Конгресс татар тоже уже такие жалобы поступали. Смотря как расценивать, понимаете, вот вообще, когда переписчик переписывает, он должен пройтись по всем вопросам, естественно, он должен задать эти вопросы. Но если это делается умышленно, это одна ситуация. Если допустим, действительно гражданин не ответил на эти вопросы, то это его право, это волеизъявление. Здесь мы в этом случае спрашиваем тех, кто обращается к нам. Во-первых, записали ли вы удостоверение фамилии переписчика, если он это сделал? Настояли ли вы о том, чтобы все-таки эти графы заполнили, если вы это сразу обнаружили? Если же вы это увидели, вспомнили потом, что вам не задали эти вопросы, то тут два варианта есть. Либо заходите в госуслуги сами, исправляете до 8 ноября, такая возможность есть, либо вы обращаетесь к переписчику и требуете то, чтобы исправление сделал он, и, соответственно, в последующем можно сфотографировать планшет и убедиться в том, что эти графы заполнены. В общем, документальное подтверждение все-таки необходимо, значит, фотография планшета, да, номер удостоверения переписчика. Безусловно, данные его, кто это не сделал, почему это нужно, что в последующем можно обратиться, там уже Конгресс татар, они могут в Росстат обратиться с подобным заявлением, что такой-то переписчик это не сделал, либо в органы прокуратуры, если там уже есть какой-то умысел, что не сказали об этом. Да, что-то поступает тоже из жалоб? Но есть, да, вот конкретно вот подтверждая вот ваш вопрос, я вот тоже в одном из соседних регионов сегодня слышал. Правда, это был не переписчик, который приходит на дом, а вот эти стационарные. Там тоже говорили, что пришли, в принципе, опросили все вопросы, про национальность не спросили, и когда уже сам опрашиваемый задал этот вопрос, после этого внесли графу. Но плюс еще бывает, что тоже в некоторых проблемных регионах даже
те люди, которые прошли через госуслуги, но почему-то переписчики помимо QR-кода еще и спрашивают национальность, и у себя там что-то подмечают. Вот такие случаи, к сожалению, есть. Но я думаю, что перепись только началась, и надеюсь, буду надеяться, что больше других нарушений не будет, но если они будут, то о них, конечно, надо говорить, безусловно, открыто. Сейчас каким-то образом вот эти обращения будут дальше рассматриваться, что-то выясняться? Каким образом сейчас будет выстроена работа? Но, например? безусловно, во-первых, мы хотим еще узнать, нет ли каких-то провокаций, мы тоже об этом же должны знать. Поэтому, когда к нам обращаются, мы выясняем, во-первых, личность человека, действительно, он есть как таковой, и, соответственно, те данные, какой переписчик, когда. Если даже он это не записал, он может выяснить по своему участку, кто приходил, кто переписывал, чтобы в дальнейшем уже дать ход вот этой жалобе в Росстат или в правоохранительные органы. Хорошо. Искандер Леонович, на ваш взгляд, вот сегодня из всех 33 вопроса в переписных листах, на ваш взгляд, действительно самые, такие важные, сложные, это вопросы национальности, родного языка, владения языками. И почему все-таки по сообщениям наших телезрителей самые сложные ответы, сложнее всего, точнее, именно ответить в этих графах, внести свои данные? Я думаю, что это действительно так. Дело в том, что эти три вопроса являются, собственно, главными, экзистенциальными и для самой переписи, и для вообще существования самой нации. Возможно, это один из таких важнейших плебисцитов, на котором мы можем показать, что такое нация, из кого она состоит, и продемонстрировать ее численность. Потому что других возможностей у нас в паспортах исчезла графа национальности, другой возможности нет. И из этих вопросов самый главный, по-моему, это вопрос о национальном родном языке. Потому что владение языком, понятно, что мы все владеем русским языком в достаточной мере. Английским, со словарем тоже. Поэтому вопрос о родном языке приобретает самое ключевое значение. Ни в одной переписи количество людей, которые отмечали себя как нация, кроме русских, разумеется, не совпадало с людьми, владеющими языком. Мне кажется, что, отвечая на этот вопрос, нужно помнить о том, на каком языке говорили родители, помнить, какие первые слова люди говорили, и писать, заполнять эту графу сердцем, понимая, что это является одной из важнейших составляющих нашей национальной принадлежности. Но может ли быть родной язык татарским, если уже 2-3 поколения в твоей семье уже как потеряли этот язык? Это же не экзамен по татарскому языку. Нет, не экзамен. Это как человек как ощущает свой родной язык. Это ощущение родного языка. Генетическая память? Да. Что? Да, в том числе. Если ты даже знаешь несколько слов по татарскому языку, но все равно считаешь его родным. Как по малолетним детям. Родители же записывают малолетних детей, которые не говорят, не пишут на этом языке. Но записывают по какому принципу? Если он понимает их, это уже означает, что он владеет татарским языком. Язык матери, отца. Дело не только в этом. Вообще в международной терминологии родной язык — это в первую очередь считается язык того народа, к которому ты принадлежишь. И поэтому дело даже не в том, допустим, бывает, что, допустим, вне пределов Татарстана, где татар мало, там, естественно, с детства родители обрусели, они детей там и даже 2-3 словам не обучают. Но это не говорит о том, что родным языком для этого человека является, допустим, русский язык. Это об этом не говорит. Если он татарин, то родной язык у него татарский. Я вот приведу пример. Вот у нас вся система образования современная, она так или иначе берет свое начало из более ранних времен. Так вот, один из великих, скажем так, столпов педагогики, Ян Амос Каменский, он считал, что грамотным человеком можно считать только того человека, который владеет, умеет читать и писать на родном языке. Естественно, в этом случае он имел в виду родной язык, то есть язык его народа. Поэтому и вот этот момент, он не потерял актуальности на сегодняшний день, поэтому родной язык, еще раз, это язык национальности. Поэтому если человек татарин, то родной язык у него татарский. Другое дело, что он в повседневной жизни использует, допустим, больше русский язык, но для этого есть другие графы, там, языки, которыми вы владеете. Это уже другой вопрос. Мне кажется, такой момент еще играет роль, что человек хочет быть честен с самим собой.
И если его родной язык, в частности, например, татарский, хуже, чем русский, ему очень как бы внутренне тяжело принять Совесть, решение, да? какая-то присутствует некая такая, да, кривда внутри него, что ну как же мой родной язык, а я же говорю на русском лучше, а может еще и на английском даже, а вот татарский, ну да, в общем-то, как бы понятно, но ведь это же как что-то уже упущенное, и поэтому для многих людей это вопрос не просто вот принадлежности, а именно быть как бы вот правдивым самим собой. Но Ильнар, в принципе, уже в каком-то смысле ответил на этот вопрос, да, и принадлежность твоего языка, принадлежность твоей нации, это такой вопрос фундаментальный, ну, в котором не должно быть вот этих вот сомнений. И поэтому даже если ты знаешь свой язык, родной язык, хуже, чем другие языки, это не говорит о том, что он перестает быть твоим родным языком. Нет, и потом надо иметь в виду и еще такую практическую составляющую. Чем будет больше людей, которые напишут, например, татарский язык, марийский язык, тем больше будет возможностей у этих людей требовать, чтобы в школах преподавался этот язык, выделялись средства от федерального бюджета. И надо иметь в виду, что когда выбираем эту графу, мы выбираем язык не только для своих детей, но и для своих внуков. Да, политический момент очень важен, и я бы даже сказал, что именно вопрос политический, как бы вот продвижение тех интересов, которые присутствуют в той или иной национальности, вот именно этот пункт языка будет в какой-то момент действительно таким краеугольным и наиважнейшим в моменты принятия таких вот серьезных решений, связанных с нашим будущим. Ну, может быть, для многих мотивацией послужит, да, то есть вот незнание родного языка, и, может быть, после переписи, если вот действительно осознанно подойти к этому всему, возможно, это и повлияет, почему я знаю русский язык или английский лучше, чем свой родной язык. Илгиз Зайнулгарабович, как вы считаете, действительно, насколько вот важна вот эта графа, и что для вас вот родной язык? Есть психологический барьер, не зная в полном объеме татарский, писать родной татарский. Но мы у себя уже порядка почти год проводим разъяснительную работу. И даже больше, теперь при Центре татарской культуры мы определили людей, которые помогают заполнять анкеты на госуслугах. То есть помогает. Уточнение, разъяснение для многих, наверное, людей, особенно пожилого возраста, может быть, это тоже важно. Вот еще один из пунктов – это все-таки национальная принадлежность. Мы тоже об этом говорили. Это тоже очень важная графа, и для многих тоже сегодня, особенно мы уже обсуждали эту тему смешанных браков. Это нормальная сегодня ситуация абсолютно. Как людям определиться, существует все-таки, на ваш взгляд, двойная идентичность или не может быть двойной идентичности? У Искандера Леруновича замечательная фраза, что двойной идентичности быть не может, это никак нельзя быть немножко беременным. Да? Я правильно процитировала? Беременн, да. Ну, вообще двойная идентичность, по-моему, это некий когнитивный диссонанс. Ну, человек, но это все равно, что, ну, правда, сейчас говорят, что и даже половая принадлежность довольно неопределенная. Да, оказывается, что можно быть и не совсем таким определенным. Поэтому, возможно, вот в условиях вот этой постправды, постмодерна, можно быть и гражданином мира. Но все-таки мы должны ощущать себя и свою принадлежность, а не только как отдельно единицы, которые существуют в безвоздушном пространстве и парит между небом и землей, а должны ощущать свою связь с предыдущими поколениями и понимать, что мы передаем наследие с последующим поколениям. И ощущая свою ответственность, каждый человек должен подходить к этому, к определению своей национальной принадлежности вполне определенно. И в какой-то момент должен сделать выбор. Не обязательно там, в какой-то семье родился. У меня много знакомых, например, если кто-то из родителей, например, казах, мама русская, а он пишет украинец, например, если живет в Киеве. Ну, ничего такого нет. То есть он ощущает себя принадлежит, да, такой нации. Но это осознанный выбор. И он не зависит, или не всегда зависит напрямую от кровной родственности даже.
Но когда она есть, это вдвойне повышает твою ответственность. Хорошо, спасибо. Об этом, о двойной идентичности мы проговорим после рекламы. Не переключайтесь. Итак, мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Остановились мы сегодня сейчас, точнее до рекламы, на теме двойной идентичности. В общем-то, этот термин не был так популярен и расхож, как сегодня это используют. Все-таки, вот, Ренат, существует двойная идентичность? Ну, Искандер очень категорично так сказал, да. Однако же наша действительность диктует нам совершенно другие правила, по которым мы вынуждены играть. Да, двойная идентичность, она немножко нелогична, она как бы не укладывается, да, хотя мы часто слышим там термины «двойное гражданство», да, или там еще какие-то. Но в нашем случае мы часто, например, слышим такой странный термин, например, кто ты такой? Ты русский татарин. Я свой адрес слышал несколько раз такой, пока учился в Москве. И это довольно интересный факт. На самом деле, хоть как бы мы не хотели от этого абстрагироваться, нас все равно, даже за границей, когда тебя спросят, откуда ты, тебя воспринимают как русским. Хотя в действительности, даже в советское время, например, да, будучи человек из СССР, он мог даже и не знать русского языка совершенно. То есть в Средней Азии даже, ну, взять мою бабушку, например, которая практически не говорила на русском языке. И в этом контексте, когда тебе постоянно навязывают какие-то новые клише, какие-то новые такие бирочки, которые ты вынужден с собой носить, в этом контексте еще более важным становится самоопределение в плане своего языка, своей национальности, своей религиозной принадлежности. Хоть мы знаем, что этого пункта нет в списке, но для человека это тоже является самым таким принципиальнейшим и важнейшим моментом. Да, с Искандер Абы я в каком-то смысле и не соглашаюсь, что этого нет. Реальность диктует нам другое. И в этой реальности постмодерна мы вынуждены, и этот вопрос становится действительно важнейшим, знать, кто ты есть на самом деле. Но я думаю, что здесь, да, двойная идентичность, во-первых, ее в большей степени сейчас актуализирует Валерий Тишков, это этнолог, да, известный, применительно к Башкортостану, учитывая тамошнюю национальную ситуацию. Но если говорить вообще в целом, то я считаю, что вот это, скажем, популяризация вот этой идеи о двойной идентичности, она несет в себе, во-первых, с одной стороны, стереотип, потому что многие люди, когда спрашиваешь у них национальность, первым делом они начинают говорить: а у меня папа такой, бабушка такая, дедушка такой, у меня 10 национальностей, и значит, национальности нет. Вот у них, то есть, по сути говоря, у них такая логика, да, когда ты спрашиваешь, вот национальный вопрос важен, надо учить языки. Они говорят: а у меня 10 национальностей. То есть люди путают понятие национальность и кровного происхождения. В конце концов, чистых народов национальностей
в мире не существует. Сколько бы мы ни искали, мы таких не найдем. Поэтому национальность определяется по культурной доминанте, то есть по тому, какая культурная доминанта тебя окружает, по самоощущению конкретного человека. И для нас, когда мы вообще людям объясняем важность вот этих вещей, мы должны говорить, что национальная идентичность — это такая же важная идентичность для каждого конкретного человека, как, я не знаю, там, как определение его пола, не знаю, как определение того, что он хочет вообще в этой жизни. Когда мы спрашиваем человека, чем ты хочешь заниматься, вот там, мальчиков, детей, девочек, мы же хотим узнать их внутреннюю идентичность, да, что они собой представляют. Здесь то же самое. Это национальность, это один из стержней, который формирует человека. Вот человек считает, допустим, себя татарином, да, он в этом случае он несет какую-то ответственность за это, потому что он понимает, что он часть большого народа, и с него какой-то спрос есть. Когда у человека нет никакой принадлежности, никакой национальности, он как пустая бутылка, в которой можно затолкать все, что угодно. Я в этой связи, более с практической точки зрения, хотел бы привести такой пример. Вот у нас в Казани, в том числе, есть Центр исламоведческих исследований. Они вот на одной из конференций, его директор как раз рассказал такую историю. Мы, говорит, проводили опрос, анкетирование вот членов экстремистских организаций, здесь в том числе в Татарстане, как правых русских националистических, так и исламских. И вот он говорил о том, что основная масса людей, которые вовлекаются в эти экстремистские группы, это те люди из смешанных семей, которые не смогли найти свою национальную стержень, идентичность, да. То есть они становятся пустым сосудом, и любой человек, который умеет как бы воздействовать на других людей, он заполняет ее всем, что есть. Поэтому с этой точки зрения даже для государства тоже очень важно, чтобы люди все-таки определялись со своей национальностью. И несли ответственность. Да, и несли в этой ответственность. ситуации. Можно Да? еще вот одно слово. Та работа, в которой Валерий Тишков говорил о двойной идентичности, очень интересно называется «Реквием по этносу». То есть здесь прямая прослеживается последовательность. То есть сначала двойная, а потом реквием по этносу. Да. И еще там, ну, в самой книге он приводит рассказ одного человека, армянина, который стоит перед зеркалом утром и вспоминает слова Тишкова, который перед этим говорил о двойной идентичности, смотрит на себя в зеркало и говорит, значит, Ашот значит, Гамлетович Андреасян русский и сам смеется. То есть вот эта картина как раз и показывает, насколько смешна, собственно говоря, нелепа ситуация с двойной идентичностью. Хорошо, Илгиз Зайнулгарабович, насколько у вас, какое ваше отношение к двойной идентичности, к этой терминологии? Есть такая фраза: татарином за пределами Татарстана. Так, нет, связь пропадает. Связь пропадает. Я так понимаю, здесь тоже против двойной идентичности как таковой, против этой терминологии, да? Сейчас мне хотелось еще проговорить, вот как интернет-сообщество сегодня включается в перепись, насколько актуально, мы сейчас проговорим. И вот, Гульнар Ильдусовна, буквально, как бы то ни было, двойная идентичность, вот она присутствует, и нам говорят, что в том числе и в графе «родной язык» пояснение в переписном листе, что можно перечислять несколько, как правильно или что человек может сделать, прописывая две национальности, два родных языка в переписном листе. Как это Да, сделать? то есть закон разрешает это, такое право есть написать две национальности, два языка, но при этом все равно мы должны помнить, себя в уме держать. Как сказал замруководитель Федеральной службы Росстата Павел Смелов в интервью, он сказал, что да, конечно, учитываться будут все результаты, видимо, для общепонимания статистики, но что касается языка национальности, то считаться будет по первому языку и по первой национальности. Поэтому мы должны это четко понимать. Когда мы указываем ту национальность, которой мы хотели преобладать, ее надо ставить на первом месте. Соответственно, также язык. Что роднее, что ближе, Да. то первым. Интернет-сообщество вообще как-то заинтересовано в переписи? Вот вы готовите, то есть у вас свой канал «Татар сквозь время». Вот как реагирует? Народ, в принципе, интернет-сообщество — это тот же самый народ, о котором мы говорим, да, сегодня, но который включен как в интернет-пространство. И эта категория граждан, она, как правило, представлена молодыми людьми, там, до 35 лет. Она очень активно как бы старается находить вот эти самые маркеры, которые бы их идентифицировали с их национальностью.
На нашем канале часто появляются представители Башкортостана, башкирской нации, представители нагайцев, представители казахов. Есть те же самые люди, которые часто мне задают вопрос, а что вообще, мне-то себя как называть? У меня мама русская. Вот А вот мне так вопросы всё-таки там мне хочется принадлежать к этой культуре, да, но я вот сам православный, мама русская, папа-то. То есть частые, абсолютно частые такие вопросы, принципиальные у людей рождаются именно в интернет-пространстве, и не всякий может на них ответить. Не всякий может просто честно себе признаться, кем он хочет быть. Вот, потому что и та же самая религиозная принадлежность. Хорошо, что задаются эти вопросы. Эти вопросы задаются, да, к сожалению, это переходит в определенные границы таких конфликтов тоже, и не без этого, конечно, потому что история, вот, куда именно я погружен, да, своими передачами, она часто поднимает вопрос таких национальной принадлежности наших героев, там, в Пугачевском, например, восстании, там, или там, в каких-то других моментах. И очень важно для людей, чтобы герои принадлежали именно к их нации. То есть получается, что интернет-сообщество очень сильно откликается на личности, которые были когда-то, и им в этом смысле очень хочется гордость, принадлежать к определенному сообществу таких воинов, сильных людей, сопротивленцев. Хотя в то же самое время, как вот в мультике о козленке, который научился считать до 10, и, как мы помним в этом мультике, это сообщество зверей, оно как начало сопротивляться этой переписи, да, которую козленок начал делать. В этом смысле люди тоже часто не хотят как лишний раз отсвечивать своей национальностью, показывать, как-то вот проговаривать эти моменты. В этом смысле тоже очень важно говорить, что в этом нет ничего страшного. То, что ты назовешь себя татарином, то, что ты объявишь себя татарином, ты не просто будешь принадлежать к сообществу большой истории, да, ты просто будешь принадлежать к серьезной силе не только российского масштаба, но и мирового. Хорошо, все, спасибо. В завершении программы все-таки еще раз скажу, что перепись продолжается. Мы сами можем проконтролировать внесенные данные переписчика. Можно сделать самостоятельно через сайт Госуслуги и МФЦ. Внести исправления в период до 8 ноября. Работают телефоны горячих линий. При Всемирном конгрессе татар консультируют и юристы. К ним можно обращаться с различными жалобами, предложениями. О том, какие документальные подтверждения необходимо иметь, мы тоже проговорили. Телефон в Казани 221 78 78. Мы же с вами увидимся завтра и будем разговаривать на тему, кто он сегодня, современный татарин. Всего доброго, до свидания. Благодарю всех наших экспертов.